Добрый день, в эфире передача «Дискуссия», и сегодня мы хотим поговорить о документе, который вступил в силу в прошлом году в мае месяце под названием «Стамбульская конвенция». И поговорим мы об этом с гостями в студии АТВ Светланой Мироновой, начальник представительства Офиса народного адвоката Гагаузии, с Еленой Савиной, директор Национального института женщин равноправия, и Евгений Брик, доктор наук, специалист и эксперт по правам человека, социологии, межэтническим отношениям, истории. И мы знаем, что Евгений Павлович, он был награжден медалью «Меритул Чивик» за особые заслуги. И прежде чем мы начнем нашу дискуссию, мне хотелось бы, чтобы вы, Евгений Павлович, немножко рассказали, что это за медали, чтобы немножко наши телезрители ближе были к вам, познакомились с вами. Добрый день, спасибо за вопрос. Медаль «Меритул Чивик» я получил 2 года назад. Среди моих работ порядка 150 публикаций, научных, научно-популярных и популярных, на тематике, которую вы назвали, это тематика истории, социологии и прочее. И мне было очень приятно, когда 2 года назад ряд людей, которые знают мои работы, выдвинули меня на эту медаль. «Меритул Чивик», то есть буквально перевод это «почетный гражданин». Это считается одна из высоких медалей Республики Молдова. Мне было очень приятно, я считаю, что это была честь. Это обозначает, что мои работы читают и что они интересны. Поэтому мне очень хочется, вообще мне хочется продолжать эту деятельность, писать работы и статьи по тем тематикам, которые вы упомянули. С 2011 года я сотрудничаю с Институтом защиты прав женщин и Эгалитате. 2011 год, когда уже начал подниматься этот вопрос, вы видите здесь книги, сборники, которые написал институт, они все связаны с правами женщин, с правом, которое есть у них, с правом, которое они должны получить, с вопросами насилия и прочее. И в 2011 году, когда меня попросили принять участие в этих рассказах, дискуссиях, в консультациях по этому вопросу, мне это стало интересно. И вы знаете, в начале, 12 лет тому назад, когда я изучал этот вопрос, многие вещи меня даже удивили. Потому что еще не было Стамбульской конвенции. В принципе, в это время только начинали задумываться, что должна появиться Стамбульская конвенция. А Институт защиты прав женщин и Эгалитате уже начал думать о том, что права женщин должны соблюдаться, права молодых женщин, права их выбора, права их занятия каких-то должностей, естественно, защита. Защита от насилия. Давайте мы чуть-чуть позже об этом мы еще очень много поговорим. Но я хотела спросить, за какие труды вы нам конкретно получили? Было написано за список работ, которые были опубликованы. Некоторые работы по истории были оценены, работы по правам женщин были опубликованы, читаются и просят мои друзья, знакомые, имея в виду научные работники, либо просто читатели, которым интересно, хотят их прочитать. О какой работе конкретно, вы знаете, там не написано. Потому что в положении сказано за работы, которые были выполнены, которые были напечатаны в последние годы, 3-5 лет, мне представили к этому званию «Меритул Чивик». Это дается за научные работы, это дается не только учеными, писателями и композиторам, там была девочка-балерина, я помню, которая тоже получила эту медаль, и так далее. Это для меня честь, и я хочу ее оправдать, чтобы работы продолжали появляться, чтобы были публикации о вопросах нацменьшинства, о вопросах насилия, и о том, чтобы люди поняли, что такое Стамбульская конвенция, о которой мы будем говорить. Поэтому здесь нельзя сказать, что именно там за статью. За конкретную статью, да? Конкретно это совокупность тех работ, которые произвели впечатление, и Государственная комиссия решила мне представить к этой медали. И которые полезны для нашего общества, да, я так понимаю? Да, те работы, которые полезны, которые интересны, которые излагают новые вопросы,
которые позволяют людям донести те знания, которые существуют и которые были накоплены. Давайте вернемся к Стамбульской конвенции. Так, Стамбульская конвенция, вы все специалисты в этой области. Я бы хотела спросить, вот что это за документ, чтобы немножечко вы все поговорили об этом, и какова цель, каковы задачи этого, и так ли это страшно, как нам преподносят в обществе эту Стамбульскую конвенцию. Светлана Андреевна, можно к вам вопрос? Ну да, действительно, работа над конвенцией велась достаточно давно. В основном я начинал, естественно, неправительственный сектор, то есть это те организации, те заинтересованные лица, которые были прежде всего, скажем так, позаботились о том, чтобы действительно гарантировать основное право человека на жизнь без насилия. Это, наверное, самое главное. Почему? Потому что Европейская конвенция по предотвращению насилия, всех форм дискриминации в отношении женщин, значит, в принципе, открыта для ратификации уже начиная с 2011 года. У нас это было какой-то период времени происходил сам процесс согласования, ратификации. Где-то трудно, где-то в конце концов все было сделано. Почему? Потому что 1 мая действительно Стамбульская конвенция вступила в силу на территории Республики Молдова. Самый главный, скажем так, момент – это то, что данная конвенция является юридически обязательным документом. То есть, если мы, допустим, говорим о Всеобщей декларации прав человека, что она носит рекомендательный характер, что желательно, чтобы государства приняли на вооружение, то есть имплементировали те или иные нормы своего законодательства, то конвенция, Стамбульская конвенция уже требует от государств, чтобы работа проводилась по всем тем направлениям, которые предусмотрены конвенцией. То есть фактически ратифицировать и не сделать, сказать, что у нас нет ресурсов и нет чего-то еще, это означает уже осуждение непосредственно всего государства, что и происходит, к сожалению, в последнее время. Кто может осуждать? В Европейском суде по правам человека. Это специальный комитет, который следит за исполнением конвенции. Ну, естественно, что жертвы в том числе могут обращаться, жертвы насилия в семье, могут обращаться непосредственно в Европейский суд по правам человека, что и было сделано неоднократно, еще раз повторяю, что за последнее время Молдова была осуждена именно из-за того, что она не обеспечивала жертве должную защиту от насилия в семье. Елена, как в вашем представлении документ Стамбульская конвенция? Насколько это важно сегодня нам об этом говорить? Потому что я знаю, что вы реализуете и проект на эту тему. В первую очередь конвенция призывает сформировать нулевую терпимость относительно насилия. Как сказала Светлана, государство не может не выполнять прямые свои обязанности, подписав эту конвенцию. И в будущем мы надеемся в первую очередь, что эта конвенция повлияет на мировоззрение людей, призовет их, всех членов общества, особенно мужчин, мальчиков, изменить свои позиции, проявлять больше уважения, чтобы было проявлено большее равенство между мужчинами и женщинами. В первую очередь насилие истекает именно из-за отношений неравенства между мужчинами и женщинами, ну и подпитывается терпимостью культуры насилия в обществе. Евгений Павлович, как вы считаете, не противоречит ли Стамбульская конвенция Конституции Молдовы и является ли проблема насилия над женщинами, насилия в семье только в нашей, скажем, встречается только в Республике Молдова или, понятно, что это глобально? Спасибо. Во-первых, это, естественно, не противоречит Конституции, как Светлана очень правильно сказала, это является законодательным актом. И Молдова к этому шла. Да, я понимаю, что в 2011 закон был, мягко говоря, странный, потому что только учились и думали. В 2017 году был принят закон Молдовы о защите прав женщин, защите людей от насилия в семье. Но закон, да, он абсолютно не противоречил Стамбульской конвенции. Но там было 3 вопроса, которые лично я считаю очень важными в этом вопросе. Благодаря тому, как сказала Светлана, что это является законодательным актом, эти пункты должны исполняться. Если было написано о том, что нельзя, запрещено насилие против женщин, то возникал вопрос, а как это происходит в настоящий момент?
Есть ли у страны возможности, деньги и средства, чтобы это помочь? И вот когда в 2022 году было принято Молдовой, это называется ностифицировано? Да. Когда была ностифицирована эта конвенция, она стала законом, там 77 пунктов, и рассказывать можно 2 дня, мы не успеем. Но там есть 3 пункта, которые, на мой взгляд, являются наиболее важными. Это первое, что государство обязано оказать помощь жертве. И никто не спрашивает, какой у нас бюджет. Государство должно помочь жертве насилия. Если это женщина, может быть это старик, а может быть это мальчик, ребенок, жена и так далее, перечислять можно долго. Государство обязывает, что полиция должна принять эту заявку. Не сказать, ребята, приходите через 2 недели, не надо так. Она должна сразу принять эту заявку. И самый главный момент, на мой взгляд, в том числе, что это конфиденциальный. А разве без этой конвенции полиция... Она должна была принять. И где было сказано, что она должна сразу принять. Можно сказать, да, мы примем обязательно, это очень важно. И те же полицейские волнуются, каждый из нас знает десятки случаев, когда, не знаю, муж бьет жену, жена кричит «помогите», кто-то... Я знаю случаи в Кишиневе, кто-то бросился на помощь, муж его ударил по голове, а жена выступила за него, потому что возникает вопрос, его посадят, и что я буду делать? Да, он меня бьет, но он обеспечивает меня. На сегодняшний день должны принять не просто, а принять меры, что он не должен не иметь права осуществлять акты насилия по отношению к жене. Государство должно обеспечить ее необходимости и то, что она должна получить в материальном плане. В Кирсово, по-моему, даже есть место, где могут находиться жертвы насилия. То есть, когда будет сделан этот шаг, да, 1 или 2 места таких существует. Второе, должны принять меры. Такие меры должны находиться не ближе километра, или просто находиться в другом месте. И почему я считаю, что очень важна такая вещь конфиденциальность? Потому что не дай Бог произошло что-то, не дай Бог изнасиловали дочь. И желательно где-то в Кишиневе, скажем, на улице, не знаю, там, Лайку-Перку. Вся улица или хотя бы 4 квартала об этом будут знать. Ты видишь это? Любое имя, Татьяна. Ты видишь, она идет? Это та, которую... Трам-трам-трам-трам и так далее. Конфиденциальность должна обеспечить, что эта информация не должна выходить дальше. И тогда человек уже в меньшей степени боится обратиться с этим вопросом. Является ли это чисто молдавским вопросом? Да нет. Ни в коем случае. Да посмотрите фильмы, книги, что во всех странах, даже если мы говорим Европа, к которой относится Стамбульская конвенция, это происходит. И только, может быть, постепенно начинает сходить на нет, потому что появляется категория людей, которые понимают, что недопустимо насилие вообще. Ну, вспомните, есть же пословица «бьет, значит, любит». Есть такое. Разрешать, возьмем любую культуру историческую, любую религию, которая разрешает бить жену, бить ребенка. Возьмите там те книги, которые писали в 15-16 веке, возьмите Ветхий Завет, возьмите, я уже не говорю про мусульманство, где все это описано, это есть, это, посмотрите исторические документы, посмотрите фильмы. Ну, не знаю, даже не помню название фильма, отрывок, который все время показывают по телевидению. Когда заходит полиция в дом и спрашивает мужа, что-то они ищут. Не насилие в семье. Вы били свою жену? Он говорит, ну, 1 раз было, с кем не бывает. И жена сразу, я не против, я не возражаю. То есть, понимаете, это другая совершенно психология, раз. Это другое законодательство. Если считается, что от 40 до 60% женщин в Молдове подвергались насилию, и цифра по штатам от 60 до 90%. Я встречал разные цифры, 70, 80, 90, потому что там обращение, оно уже настолько понятно, что не дай Бог. Там не может сказать человек на своей работе, я приду с женой, опять кофе холодный, я ее в голову ударю. Там такого быть не может, потому что начинает появляться новое мироощущение. У нас это новый процесс.
И поэтому у нас, опять-таки, мы можем сказать, что, может быть, регистрация показывает меньшее количество заявлений. Люди или не знают, или боятся. Или боятся, скорее они всего, боятся. Они не знают. И опять-таки возникает вопрос, ну хорошо, что же будет с ними, что буду делать я? И что женщина ему говорит, хороший человек, да, раз в месяц он приходит, может меня избить. Но мне полностью можно потерпеть, да? Да. Но что я могу делать, я найду другого. Понятно. Понимаете, с этим сталкиваешься, вот когда рассказываешь молодежи. Да у меня были и случаи, когда подходили учителя и говорят, ну что можно сделать? Ну дай Бог, чтобы этого не было. То есть нужно время для того, чтобы это мироощущение начало изменяться. И чтобы те молодые лидеры и представители разных групп в Молдове, которые в Грузии, которые это слышат, чтобы они подумали. Они подумали, что не надо так вести. Да, есть вопрос нельзя, потому что это будет наказание, это очень правильно. А с другой стороны, чтобы поменялось мироощущение. Чтобы поменялось, нужно больше об этом, мне кажется, говорить. Да, поэтому мы этим нужно занимаемся. провести до общественности. По-моему, Евтушенко когда-то сказал, кто унизил женщину до равноправия. Потому что должно быть уважение. Это уважение есть в культуре. Но мне нравится традиция сырут-мынеры, который на румынском. Когда ты встречаешь женщину, девочку, ты целуешь руку. Это знак уважения. Потому что и девочка, и девушка, и женщина, это или мама, или будущая мама, или человек, который... Все это есть, никто это не должен отрицать. Я не говорю, что женщина должна быть только 3К, как в Германии, кухня, церковь, постель. Ну, окей, это ее право, это ее возможности, об этом мы тоже говорим, но в любом случае женщина – это мать кого-то, бабушка кого-то, сестра кого-то. Абсолютно необходимо уважение к ней. Благодаря Стамбульской конвенции делается этот первый шаг. Может быть, не первый, может быть, второй, потому что 17-й год – это попытка, это законодательство. Но это делается. И дай Бог, чтобы это было. И это хорошо. Светлана Андреевна, вот на ваш взгляд, как вы считаете, вот наше общество готово принять вот Стамбульскую конвенцию и государство исполнять? Ну, государство тут уже понятно, вот общество, меня интересует именно люди. Вот. Ну, давайте, мне, конечно же, больше интересна правоприменительная практика. Почему? Потому что закон о предотвращении насилия в семье у нас в Республике Молдова практически уже больше 15 лет, закон 2007 года. За это время было внесено в него достаточно много изменений. Изменения какого плана? Именно для того, чтобы максимально эффективно организовать процесс оказания помощи, защиты жертвам насилия в семье, это первый момент. Во-вторых, действительно, ведь общество работало уже все эти годы на то, чтобы обеспечить главную цель, которую я сказала, предотвращение насилия вообще. То есть хочу выступить сразу в защиту, прежде всего, сотрудников полиции. Почему? Потому что, на наш взгляд, они иногда остаются единственными, скажем так, игроками в этой области. Почему? Потому что законом действительно очень много полномочий ложится прежде всего на полицию. Но хочу сразу отметить, что это очень большая комплексная проблема. То есть это не только полиция, это в обязательном порядке местные органы власти, то есть те же примары, которые, согласно закону о местном публичном управлении, выполняют важную роль при предотвращении насилия непосредственно в этой административно-территориальной единице. Это секретари местных советов, которые на сегодняшний день обеспечивают работу гендерной единицы. У нас есть такое понятие в законодательстве, то есть необходимо все политики, все абсолютно работы, какую-то деятельность в этом населенном пункте строить с учетом интересов и мужчин, и женщин, естественно, детей. Это, естественно, органы юридической помощи, гарантированной государством. Почему? Потому что в соответствии с законодательством прописано, что вся юридическая помощь должна предоставляться по заявлению либо жертвы, либо полиции, в тех случаях, когда жертва самостоятельно не может подать заявление. Это, естественно, органы пробации. Почему? Потому что они обеспечивают ведение электронного мониторинга для агрессора.
Сюда можно отнести и всех шелтеров, я имею в виду социальные центры, которые должны быть открыты для оказания помощи жертве. И еще один немаловажный момент. Мы сегодня очень серьезно обсуждаем моменты, связанные и с помощью агрессорам. Почему? Потому что здесь, скажем так, достаточно такая противоречивая проблема. С одной стороны, мы должны агрессора удалить, убрать из общего жилища, допустим. Но с другой стороны, мы задумываемся о том, каким образом, где он будет вообще находиться. Почему? Потому что здесь права человека тоже действуют, принципы гуманизма действуют. Мы должны сделать все, чтобы его перевоспитать. То есть просто так выкинуть на улицу мало толку будет, необходимо предпринимать активные действия по его социализации. То есть открытие не только центров для жертвы, но и в том числе социальных центров для агрессоров, для того, чтобы и действительно обеспечить момент, скажем так, того, чтобы он был подальше от жертвы и ее детей, и в то же время, чтобы он сам обеспечить его право на жизнь прежде всего, право на жизнь, на право здоровья. Поэтому возможно вообще перевоспитать агрессоров? В принципе, таких случаев уже достаточно много на территории Республики Молдова. Они есть. Может быть, это не сразу, естественно, мы не можем сказать. Еще одна проблема, которую я сюда же в комплекс включаю, то, что было отмечено, что нам необходимо как можно быстрее развитие психологической помощи, механизма психологической помощи. То есть это начиная от принятия закона о психологах, плюс, скажем так, нам необходимы механизмы, связанные с экспертизой, психологической экспертизой, которая покажет нам, что там действительно будет, допустим, духовное насилие, экономическое насилие, психологическое насилие. Почему? Потому что этих моментов пока еще в законодательстве четко не прописано, кто, как, когда, где проводит все это. У нас по законодательству наконец-то, скажем так, 22 июня была утверждена инструкция о механизме межсекторального взаимодействия по случаю насилия в семье. И вот по результатам, скажем так, точнее, согласно требованиям этой инструкции, предусмотрено, что активную роль должны играть так называемые многодисциплинарные группы, то есть это представители различных органов власти местного сообщества, которые будут оказывать всю действенную помощь и держать этот случай непосредственно под мониторингом, то есть практически общество как раз-то и включается где-то насильно, где-то просто-напросто по духу заинтересованности в решении той или иной проблемы. То есть получается по принципу «кто, если не я», то есть каждый может оказаться на этом месте. Следовательно, он прежде всего должен быть заинтересован в том, чтобы этих случаев насилия в семье было как можно меньше. Елена, вот Светлана Андреевна затронула немножко, что важную роль в помощь жертвам в первую очередь оказывает полиция. Да, я знаю, что вы уже второй год реализуете в Гагаузии тренинги, семинары, в том числе и для сотрудников полиции, по улучшению понимания Стамбульской конвенции. Расскажите, с какими результатами вот вы пришли? К каким результатам? В первую очередь мы надеемся, что полиции были полезны наши семинары, что они узнали что-то новое, что-то важное. Семинары мы в Гагаузии проводили с поддержкой Светланы. Были затронуты очень разные темы. Были не просто семинары, скорее двухсторонняя работа сотрудников полиции и Светланы на семинаре, обсуждение основных трудностей, с которыми сталкиваются в полиции. Как правильно было замечено, полицейские — это действительно первые, кто сталкиваются с жертвой насилия, первые, кто оказывает помощь. От их поддержки очень много зависит, от их анализа ситуации. И в первую очередь именно на них мы, каждый член общества, надеемся в трудной ситуации. Мы надеемся, что наши семинары, проведенные нами, были очень полезны и в будущем окажет благотворное влияние на работу в полиции.
Светлана Андреевна, вот когда вот была ратифицирована конвенция, да, и вы чуть выше об этом говорили, в средствах массовой информации много очень писалось и говорилось о том, что будут выделены ресурсы, да, и Евгений Павлович об этом говорил. Конкретно вот какие центры вот были открыты, куда жертвы могут обращаться? Если можете какую-то статистику привести, вот у нас в Гагаузии, например, где есть эти центры, куда люди могут обращаться, или по всей Молдове, вот как в этом плане продвигается работа? Ну, в принципе, из шелтеров, то есть из социальных центров, конечно, у нас не так, может быть, много еще, но это тоже достаточно серьезный результат. 2 года назад был открыт социальный центр непосредственно в Гагаузии. Каким образом туда можно попасть? Да, прежде всего, не обязательно самостоятельно добираться до этого социального центра, хотя можно, естественно, и таким путем пойти. Это деятельность как раз социальных ассистентов и вот тех вот многодисциплинарных групп. То есть они в первую очередь, находясь непосредственно на месте, то есть они, будучи ближе к проблеме непосредственно насилия в семье, они должны первыми оказывать помощь. И уже в зависимости от ситуации. Почему? Потому что, опять же, согласно механизму, есть целая, скажем так, схема, куда обращаться, в каких случаях, что делать, если жертва самостоятельно может оказать себе помощь, что делать, если у нее есть какие-то серьезные проблемы, допустим, со здоровьем, кто представляет заявление, например, в судебную инстанцию от ее имени и так далее. Поэтому в первую очередь, если принимается решение, что жертве необходимо помещение в такой социальный центр, то естественно, что она будет туда помещена. Это может быть как территория Гагаузии, это может быть и другие социальные центры, которые находятся на территории Республики Молдова. Или на юге Молдовы, да? Я сейчас конкретно ближе к нам. Кагул, Кишинев, вот, наверное, в том числе у нас есть неправительственные организации, которые оказывают непосредственно помощь в Телеконрате, допустим. То есть это могут быть вопросы, связанные с консультированием, с предоставлением юридической помощи как таковой. И дальше уже решается в зависимости от ситуации. То есть здесь уже спрашивается согласие самой жертвы. То есть насколько человек хочет, не хочет помещение в этот социальный центр. Иногда необходимо вырвать ее из вот этой домашней, постоянной, привычной обстановки насилия, жертва, я имею в виду, для того, чтобы она сумела принять и другое решение. Поэтому и многодисциплинарная группа будет это советовать и, естественно, будет ходатайствовать о размещении. Знаю, что у нас есть достаточно большая, хорошая, успешная практика, и социальный центр работает практически круглосуточно, и близлежащие, то, что я имела в виду, тот же Кишинев, Кагул, естественно, для нас это на сегодняшний день 100 километров не такая большая проблема добраться. Поэтому помощь оказывается. В принципе, достаточно долгий период времени жертва может находиться там, 3 месяца, потом продлевается, возможность есть продления. Ну и плюс, ведь, опять же, в зависимости от ситуации, где-то необходимо оказать максимум помощи, допустим, просто как поддержки, тоже психологическую помощь, например. Где-то те же агентства занятости являются посредниками, то есть помогают в трудоустройстве, например, получение других профессиональных знаний для того, чтобы можно было найти работу и самостоятельно себя обеспечивать. Ну и ряд других возможностей, ну, естественно, в том числе и защита, если там агрессор уж совсем забыл, скажем так, на каком свете он находится, поэтому где-то вплоть до того, что жертве оказывается помощь даже в изменении фамилии, имени и так далее, документы для того, чтобы им невозможно было найти и каким-то образом измываться. То есть законодательство сделало достаточно серьезные шаги в этом направлении. И хочу сказать, что за эти 15 лет существования закона о предотвращении насилия в семье общество ведь становится более информированным. Почему? Потому что у нас растут цифры той же статистики о количестве выявленных случаев насилия, но они растут не сколько из-за того, что растет сами случаи, сами физические, скажем так, а прежде всего из-за того, что жертвы наконец-то начали обращаться за защитой, за помощью, то есть они информированы. Они знают, куда бежать, что делать и т.д., кому бежать. Вот это уже хорошо, то есть можно во многих случаях это отметить. Но это, скажем так, маленький шажок. Почему? Потому что самым крупным результатом будет вообще, скажем так, отсутствие
случаев насилия в семье. Может быть, это какой-то идеал, но нам к нему необходимо стремиться. Почему? Потому что уважение человеческой жизни прежде всего должно быть на первом месте. месте. Да, на первом месте. Я благодарю вас за дискуссию, за сегодняшнюю нашу передачу. Напомню, что говорили мы сегодня о Стамбульской конвенции, о правах женщин, о насилии в семье. С гостями в студии Светлана Миронова, начальник представительства Офиса народного адвоката Гагаузии. Светлана Андреевна, спасибо вам за участие. С Еленой Савиной, директором Национального института женщин равноправия. Спасибо, Елена, что приняли участие. И Евгением Брик, доктор наук, специалист и эксперт по правам человека, социологии, межэтническим отношениям. Спасибо вам, Евгений Павлович, что приехали сегодня в Гагаузии, приняли в нашей программе. Программу провела Елизавета Ротарь. До встречи в эфире.